Меня слышно вообще, нет? Ну, в общем, о чем же мы? Ой, привет. Слышно меня или нет? Мне интересно. Я надеюсь, что меня слышно. Привет! Привет, ребят! Это вообще второй мой эфир такой вот. Так прикольно. Привет, Зарин. Я, кстати, сейчас была на встрече, только о тебе рассказывала недавно совсем. Жду Гульжану про твои игры, изобильные игры. Так, ну я жду Гульжану, пока я ее жду, наверное, я начну рассказывать. Скажите мне, пожалуйста, видно, слышно ли меня? Я надеюсь, что слышно, потому что так непонятно мне, слышно меня или нет. Сегодня я хочу рассказать о теме чудес вообще, вот, которые происходят в жизни каждого человека. Так, вот центриковая стага. О, спасибо. Я вроде одобрила, Гульжан. Почему уже не работает? Слышно, да, но почему-то я не могу зайти. Как-то. Вот я акцептую Гульжану, но у меня почему-то... Я нажимаю акцепт, почему-то не работает. Надо несколько раз. Хорошо. Будет печально, если я сама с собой буду разговаривать. Чудеса уже начались. Вот. Как говорил чеширский кот. Во, наконец-то. Гульжан, я начала переживать. Мы же волшебницы, ты забыла? Я начала переживать, что я здесь буду рассказывать что-то одна, и мне стало страшно, представляешь? Ты забыла, что ты Я забыла, волшебница? что я волшебница. Вот. Я сегодня с Гульжаной в эфире. Вот. Это крутой мастер энергопрактик. Вот. Кто ее знает, уже знает. Кто не знает, реально очень круто. Мы познакомились с ней на фестивале у Мари Перо, как вот с Зариной тоже. Там столько было крутых ребят. И вообще на самом деле я хочу сказать, что еще до фестиваля у меня только что вот тоже была встреча с моей хорошей подругой. С января месяца начали происходить в моей жизни просто грандиозные чудеса. В поле пришли очень сильные мастера. И вот Гульжан — это один из таких мастеров. Зарина вон на эфире, еще я там не всех вижу, да, вот как бы. Сегодня я, Гульжан, хочу тебя спросить, вообще, скажи, пожалуйста, как бы, что такое вообще чудеса для тебя, да? Как ты думаешь, как вообще, что такое чудеса, да? Расскажи нам, что ты думаешь про чудеса вообще. Угу. Ну, я сначала про себя чуть-чуть расскажу. Да, давай, я волнуюсь, поэтому да, давай веди. Ты, кстати, классно выглядишь, тебе идет очень оранжевый цвет, яркий такой прям. Спасибо. Шляпки тебе идут. Я же шляпник, ты же помнишь, я же безумный шляпник. Спасибо. Да, да, да. Классно, супер. Мне, кстати, шляпки тоже идут, надо как-то заняться этим вопросом. Конечно, Но я в основном, знаешь, по кепкам в дорогах, в путешествиях очень удобно. Ну, хотя шляпы тоже можно рассмотреть как вариант.
Меня зовут Гульжана Кантарбаева. Я живу в Усть-Каменогорске, родом с Усть-Каменогорска. Здесь родилась, выросла. Это Восточный Казахстан. Я уже в ноябре будет 20 лет, как работаю с энергиями. Я энергопрактик, и до недавнего времени я была гармонизатором энергетики. Это человек, который работает с энергиями людей, поля, пространства, рода на очищение. И совсем недавно я вышла на уровень мастера трансформационных процессов. Это когда то же самое, только на более высоком уровне. Блин, круто. На более масштабном уровне через проекты. Я сейчас индивидуально не работаю с людьми, я работаю через групповые проекты по работе с выходом на новый уровень, по работе с изменением мышления, сознания, подсознания, вибраций, то есть выхода на новый следующий уровень человека. Также я поднимаю через свой проект Благорода уровень, помогаю людям поднимать уровень их рода, тоже энергетики рода, родового пространства на более высокие вибрации. Вот. И также я работаю с пространством. То есть я человек, которого ведут высшие силы, можно сказать, воин света. Круто. Это круто. Для меня чудеса – это реальность моей жизни. Я давно это поняла и осознала. Просто каждый раз, когда на новый уровень выходишь, эти чудеса, они настолько кажутся нереальными, невозможными. Иногда сама сидишь, свою жизнь чуть-чуть назад отматываешь и думаешь, это про меня, это со мной, это возможно, это вообще реально. Но это удивляется в основном мозг. Когда в потоке идешь, то все реально, все возможно, просто идешь, просто идешь. Вот все. Просто идти. Но если честно, я каждый день живу, каждый день удивляюсь тому, что происходит. Я не представляю. Скажи, а как вообще вот ты стала вот таким мастером? Как тебя привели вообще на этот путь, что ты вот такие, не знаю, такие крутые энергии через себя вот пропускаешь? Это вообще вот что такое невообразимое? Но я начала работать в 2005 году, в ноябре. Все ярко началось с занятия кундалини-йогой. И с тех пор меня высшие силы начали вести по моему жизненному пути, по пути моей миссии, служения. Я начала чистить сначала свою квартиру, стенку, потом близких, потом подруг. Много лет работала по сарафанному радио, вот. Но последние несколько лет, примерно 4 года назад, 4,5 года назад я вступила в женский клуб Кристины Оскар «Траектория». С этого момента начался мой стремительный взлет. Он совпал, кстати, с ковидом. Да, да. У Многих кого-то в ковид было падение, а у меня случился стремительный взлет. И в тот момент, знаешь, когда все люди выходили в онлайн в ковид, я вышла в офлайн, как это ни странно, со своей подругой. Меня выгнали с работы, я работала продавцом в секонд-хенде. Вот, но при этом работала с людьми, меня просто выгнали с работы в ноябре. У меня, знаешь, ноябрь – это месяц перемен, месяц трансформации, какой-то месяц вообще. Вот в ноябре, допустим, у меня открылись мои сверхспособности, да, 20 лет назад. В ноябре меня пнули с работы, вот с этого магазина, где я работала 7 лет. Пнули так, что я до сих пор лечу и набираю обороты. С ноябрем у меня, оказывается, много чего связано. Такой для меня, оказывается, значимый месяц. У меня родители, кстати, в ноябре поженились. Вот, да, очень много лет назад. Ну, в общем, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что получается, 4,5 года назад, когда я в августе пришла в траекторию, у меня круто поменялась моя жизнь и реальность. Я стала расти именно как эксперт очень сильно. У меня стало больше клиентов, больше работы. Я очень много времени работала в онлайне.
Ну и сейчас в онлайне продолжаю работать, это очень удобно. На сегодняшний день я являюсь паломником, путешествующим энергопрактиком по странам мира. В основном это Грузия, Азербайджан, Индия, Турция и Непал на сегодняшний день. Вот, почему-то меня по этим странам водит. Да, и Сейчас страны меня очень крутые. А? Страны очень крутые, это реально такие страны, ты же ходишь по очень святым местам. И даже если кажется, я просто по себе знаю, когда я там начала ходить по Индии и так далее, кажется, сходил, да, может кто-то не прочувствовал, вот если не прочувствовал, да, что что-то изменилось, а жизнь меняется кардинально в течение нескольких месяцев до чистит и после, это вот, ну, я понимаю, что ты проводишь через себя очень большие энергии, очень крутые. Очень, очень большие энергии. Последние энергии, вот я недавно вернулась в Грузии, две недели еще не прошло, 11 дней прошло, как я вернулась с Грузии, с паломнического путешествия. Я просто из любопытства посчитала, сколько храмов я посетила за 3 недели. Получилось 22 храма, причем это в разных регионах Грузии. Это получается Тбилиси, Мцхета, Кахетия, Боржоми и Батуми. 5 регионов, вот получилось 22 храма, причем некоторые из них я ходила по несколько раз. Вот, и да, это непросто. Это кажется, что там зашел в храм, да, вы попробуйте с такой скоростью ходить в храмы. Причем не просто заходить, да, а именно там в каждом храме проживать свои определенные процессы. Вот. Что-то я беру, что-то отдаю, и каждый раз из храма ты выходишь каким-то другим человеком. А из путешествия ты возвращаешься вообще совершенно другим. И в этот раз я прожила тоже мощную трансформацию в Батуми. Я прям почувствовала в один прекрасный момент, как у меня поменялось поле, энергетическое пространство. Я увидела свое энергетическое поле, совсем другая энергия. То есть у меня поменялась энергия, и мне сейчас, ну, требуется какое-то время для того, чтобы понять, как теперь с этим работать. Слушай, круто. Это, знаешь, когда дают новую волшебную палочку, и тебе надо понять, как она работает. Вот примерно так, если образно говоря. Слушай, это круто, такие перемены у тебя, и как ты вот рассказываешь, что реально Бог иногда тебе кажется, что тебя бьют, да, а ты говоришь, там с тебя с магазина выкинули, да, там в ноябре месяце, оказывается, на твое благо, да. Кажется, что Мгм. жизнь рушится, да, а она на самом деле строится, да, ну, грубо говоря, для чего-то Да. нового. То есть отпустить старое, чтобы пришло новое. Мгм. Но скажи, пожалуйста, а как вообще вот, что ты можешь посоветовать вот людям, чтобы в их жизни начали происходить чудеса? Вот как вот им сделать так, чтобы вот они, ну, как бы начали свои... Вот кто-то, например, не чувствует чудеса в своей жизни, да, есть вот люди, как говорят, ну, что-то как-то каждый день происходит катаклизм, еще что-то там, вот что-то в нашей жизни чудес не происходит. Что ты вот можешь сказать таким людям? Как вот им чудеса в своей жизни привлечь? Это вопрос веры. Мгм. Просто однажды я решила, что чудеса реальность в моей жизни, начала их замечать. То есть чудеса мы ждем, что это что-то глобальное, сверхъестественное, да, что там нам под ноги там мы там сокровища найдем, метеорит там свалится или еще там чудо какое-то случится, да. А на самом деле чудеса в мелочах. Чудеса каждый день, они в каких-то мелочах происходят иногда. Мгм. Но эти мелочи нужно ценить. То есть мы очень часто привыкли обесценивать многие моменты своей жизни. Ну, типа, 20 лет, допустим, хотела отношений, не было, потом раз, отношения случились, и человек принимает это как данность. Ну, типа, ну случилось и случилось, Да. ну, типа, и нормально. То есть, как чудо произошло из разряда фантастики, а человек воспринимает это как обыденность. Ну, типа, звезды так сложились и дальше пошли. То есть очень важно, во-первых, создать намерение, что я хочу, чтобы в моей жизни происходили чудеса. Я каждый день прошу ангелов, но когда не забываю, но стараюсь просить каждый день, ангелы, покажите мне чудо, покажите мне чудеса. И у меня фраза вот эта вот «чудеса, реальность моей жизни» уже лет 7 со мной, если не больше. То есть чудеса, реальность каждого дня моей жизни.
И они реально происходят каждый день. Я просто каждый день удивляюсь. Я не знаю, как это происходит во Вселенной, но каким-то волшебным мистическим образом это случается, это происходит. Как это происходит, я не знаю. Но вот я говорю, и в моем поле это очень сильно проявлено. То есть все люди, женщины, люди, мужчины, которые заходят в мое поле, в мое пространство и какое-то время со мной находятся, например, в проектах трансформационных, на челленджах, да, находятся в моем пространстве, на Благорода на проекте, либо на ретритах выездных, там вообще 24/7 люди в моем пространстве, поле находятся. Они начинают четко понимать и отслеживать, а что такое возможно, а что так можно жить, а что в таком состоянии можно находиться, ну, то есть жить из этого состояния. Вот. И даже просто девочки, да, я ездила на ретрит сама к Кристине Оскар в июле, и просто один день там с девчонками провела, они со мной поехали на этот, у реки Черные пески пляж. Ты была там? Нет, нет. В общем, в Батуми везде пляж такой каменистый, неудобно ходить. А в реках черные магнитные пески, и там красотища такая, на песочке лежишь, закопался с пользой для здоровья, кайфуешь. И вот мы поехали на Уреки, весь день там провели, и когда вернулись, они говорят, в твоем поле вообще все легко происходит, все как-то случается, все одно к одному, все одно по другое встраивается. Вот, и говорит, это удивительно, как это происходит. То есть вот эта, как это, дорога изобилия, она не заканчивается. Это круто. Одни, как бы одно плавно перетекает в другое, одна возможность перетекает в другую возможность и так далее. Вот, и у людей в моем поле проваливаются жетоны, очень быстро проваливаются жетоны осознания своей жизни. То есть мы на многое не хотим смотреть в жизни, закрываем глаза, а у людей вроде бы говорю те же вещи, которые они знали, но именно не на уровне ума, а на уровне сердца жетоны начинают проваливаться. Приходит осознание. Это круто. То есть ты в твоем пространстве, да, вот эта энергия, которая твоя есть, да, я вот чувствую в тебе энергию предков, может быть, из Каменногорска, может быть, что-то еще. И я понимаю, что как бы соприкасаясь, да, с твоей энергией, да, соединяя наши поля, я тоже получаю какую-то информацию, где мне что-то передают, да, вот мои предки с Каменногорска, оттуда, да, они мне тоже говорят, что вот, как бы, вот твои знания, да, знания, которые ты несешь, и ты несешь через вот эти все храмы и все посещения, да, у людей, получается, усваиваются быстрее, и у них уже, я думаю, что происходят какие-то крутые события. Это круто. То есть чудеса происходят практически мгновенно. Слушай, ну... Да, очень быстро. То есть выездной ретрит, раньше у меня выездные ретриты были 7 дней. То есть чудеса успевали за это время активироваться и происходить. А сейчас у меня ретриты 10 дней. Но за это время происходит, например, в этот раз у одной женщины открылся дар. Она стояла в храме Алаверды возле иконы, и несмотря на то, что она мусульманка, у нее возле иконы Богородицы пошел жар по спине, по позвоночнику. А возле Николая Чудотворца у нее активировался дар целительства, и она прям там же в храме, а было очень холодно. И храм был весь промерзший, он огромный, такой каменный храм Алаверды, я даже не знаю, какого века, он старинный очень. Вот, и у нее прямо, я чувствовала ее как доминую печь, то есть у нее такой жар через нее раскаленный шел, и у нее прям явно активировался дар целительства, и после этого она нас там на ретрите лечила периодически. Слушай, круто. Ну, это ли не чудо, да, ну, то есть это не просто рядовое чудо, да, когда там что-то такое происходит, когда, а это прям явно выраженные чудеса уже, когда уже невозможно на это закрыть глаза и списать, типа, обычное явление. Слушай, ну ты вот говоришь, я как раз сегодня тоже подруге говорила, видимо, информация для меня приходит. Почему-то у меня, почему-то я захожу, я как бы, ну, по праву, там, не знаю, рождения, да, в этой жизни я мусульманка, да, можно сказать. Хотя я отношу себя ко всем религиям, но все равно. Но когда я захожу в церкви, когда я слушаю какие-то христианские песни, вообще я на днях пересмотрела какой-то там христианский фильм,
меня прямо вот колбасит, меня прям вот на слезы пробивает. Я вот только сегодня подруге говорила, я говорю, я все понимаю, я человек всех религий, но почему христианская вот меня вот так вот прям, ну, как бы сказать, берет за чувство, да, я вот это тоже плохо понимаю, потому что я думаю, ну, странно, да, то есть вот что такое есть, да, получается? Я объясню. Да, вот я к тебе хотела спросить. Да, мы просто рождаемся из жизни в жизни в разных воплощениях, в человеческом облике, в разных странах, в разных религиях рождаемся. То есть, Мгм. допустим, у меня было очень много православных воплощений, связанных с Грузией. Я в Грузии была и в княжестве, и в монашестве, и в женских телах, и в мужских телах. Я ходила вот, ну, представь, Селя, и все остальные, да, кто в эфире, кто в записи, я за 3 года 15 раз была в Грузии. Да, 15 раз, не считая других стран. да. То есть меня туда тянет как магнитом. Это даже не описать словами, как это происходит. Вот. И это связано все с моими прошлыми воплощениями. То есть даже за одну поездку я могу по нескольким своим предыдущим воплощениям пройтись. У меня было реальное ощущение, что я хожу по своим собственным надгробиям. То есть в Грузии, в церквях, во многих, прям внутри, либо снаружи рядом, надгробия князей, царей, монахов, да, которые там служили. И у меня реально в каких-то местах было ощущение, что я хожу по своим собственным захоронениям. Ну, то есть, Либо захоронения близких для меня людей, ну, в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях. И во многих храмах меня прибивало, то к монахам прибьет меня, энергетика, понимаешь, прибивает. Я просто рядом вот стою, не могу оторваться. Либо к монашкам меня прибьет, меня женщина одна, отойдите, отойдите, не надо рядом с монашками. То я на их место усядусь где-нибудь. В Алма-Ате, короче, есть храм такой, Софийский собор. мгм. Ты была там? Что-то Я не помню, наверное. А? очень рекомендую. Там в Софийском соборе есть отделение для монашек. Вот, и меня туда прибило. Я вообще, когда первый раз туда зашла, и это было уже после поездки в Грузию, я увидела там в отделении для монашек святую Нино. Сказать, что я была удивлена, но вот это из разряда реально чудо. Вот реально чудо, когда ты приходишь в Софийский собор. Когда я зашла впервые на территорию, это действующий женский монастырь. И там очень красиво. Я как раз пришла осенью первый раз. Там цветы, розы там в человеческий рост. Очень красиво там часовня там водоносная ну, как бы на территории. И я вспомнила монастырь, женский монастырь Бодби, монастырь Стойнино в Грузии. Я думаю, боже, как похоже энергетика. И когда я зашла в Софийский собор, оказалось совершенно случайно, меня ноги сами привели в отделение для монашек. Ну, там закуток такой, и там вот лавочки стоят, где они сидят на ковролане, как бы. И увидела там огромную икону Святой Нино, я чуть, мне аж ноги подкосились просто. Вот, и вот такие чудеса происходят. У нас получается, в Часовенко, Усть-Каменогорске здесь. И я зашла в Часовенку, как-то это было перед предыдущей поездкой в Грузию, не перед этой, а до этого. И стою, молюсь за благополучное путешествие в Грузию. Открываю глаза, и на меня смотрит Гавриил Ургибадзе, грузинский святой, на мощах которого я была уже несколько раз, и он в Усть-Каменогорске на меня смотрит с иконы. А там часовенка, знаешь, маленькая, 3,5 на 3,5 примерно. Я думала, господи, откуда в Усть-Камане Гавриил Ургибадзе? И вот эта женщина, которая там сидит, часовня, спрашивала, она говорит, ну это прихожане привезли из Грузии. Я говорю, как это работает Да. вообще? Это уму непостижимо просто. А в этот раз перед отъездом в Грузию я уже свою икону Гавриила Ургибадзе подарила этой часовне, подарила часовне икону Святой Нино в белом. Вот, так что они теперь там на общем этом Круто, висят. круто. Вот, да. Ну Это, вот примерно. слушай, ну путь впечатляет, ну вот я хочу просто что сказать, вот, да, как бы
люди, которые сейчас смотрят и которые еще будут смотреть, я уверена, что реально, когда человек идет своим путем, да, и когда вот как ты сейчас возишь людей на святые места, и насколько это все собирается и работает, это, ну, это реально вдохновляет. Это реально вдохновляет. У меня маленький случай есть, он очень смешной, когда вот мы с Гульжаной только познакомились, и на фестиваль мы приехали, да, вот к Марии, там раздавали эти номерные, помнишь, да, номера ставили на столы, и я как бы в команде помогающих, да, как раз я там расставляла эти таблички на столы, еще что-то помогала делать. Но этот задним умом, да, как вот у нас бывает, я переживала, думаю, сейчас, наверное, какой-нибудь стол мне дадут там где-нибудь там сзади, да, там попросила мужа там побыстрее поставь табличку на стол, ну, как бы такое эго, да, немножко такое, надо, чтобы вот хорошее место было. И Гульжана, значит, ходит такая расслабленная, все. Я потом, когда прохожу по столу, да, как бы вижу, что у нее стол достался в центре, ну, даже не в центре, а как раз вот перед самой сценой, да, вот так вот хорошее очень место. И я говорю, Гульжана, как вы это сделали вообще? Она говорит, а я на расслабоне, я в доверии Вселенной. Ну, то есть вот это и у меня, ну, как бы, я все понимаю, я много прохожу практик, там, практикую и так далее, да, но реально, как бы, вот этот вот момент, так меня тоже шарахнул, я такая думаю, ну да, блин, ну, как бы в доверии, да, то есть и вот она спокойно так сидит за столом, вот там в самом центре, ну, не в центре, а вот как раз ближе к сцене, туда, куда и нужно, да, и такая, да, мне вот поставили хороший стол, я думаю, ну, круто, круто. Это видно то, как у человека реально идет доверие к Вселенной, и то, как события складываются таким путем, когда мы верим тому, что происходит, так и происходят в нашей жизни такие вот крутые события. Поэтому я, конечно, Ты восхищаюсь. сказала про ближе к сцене. Ближе к сцене я вспомнила, как 1 сентября, по-моему, год назад или 2 года назад, грузинская группа известная, ой, моя любимая, сейчас название, короче, из головы вылетело. Ну, в общем, они приехали, я в Грузии не могла на их концерт попасть. Ну, я, честно говоря, не фанатка вообще. Я спокойно могу без всяких групп обходиться, просто мне достаточно включить на телефоне под настроение, да, и все. Но тут мне попадается объявление, что группа Мгзавреби называется. Они выступают 1 сентября в Алматы, единственный концерт. Я даже не думая захожу на Тикетон, покупаю билеты на Мгзавреби на это 1 сентября. Там надо, мне не надо. Я, если честно, одну единственную песню не узнала на русском языке. Кстати, они ее и не спели из принципа на русском. Вот. Все остальные спели. Ты представляешь, они спели 20 песен на грузинском языке, их 7 человек в группе. Они держали 1000 людей, то есть это где-то в ресторане на крыше было около 1000 человек, и люди не хотели расходиться, а песни все на грузинском. То есть я не думаю, что там все эти 1000 алматинцев знают грузинский язык, но у них была настолько бешеная энергетика, что они держали зал, и зал такой еще, они уже устали там, они уже никакие, а зал такой еще хотим, еще. Но я не про это хотела рассказать, я про то, что когда, я не знала зачем, но я точно знала, что мне туда надо на этот концерт. И представляешь, там места алматинцы занимали заранее, то есть они приходили за несколько часов, и все места стоячие, они занимали места возле сцены. Когда пришла я с подружкой, я, короче, я не знаю, как я оказалась возле сцены прям. Ну, что-то как-то, пока стояли там, болтали, я смотрю, я прям перед самой сценой, где вот эти колонки, все вот это. В самом центре, прям в середине. И весь концерт я там простояла. Это был такой кайф, это было такое наслаждение. Я вот от этой грузинской мощной энергии прям вообще там максимально кайфанула. Но кроме того, то есть не зря я работаю с пространством, я усиливала энергетику группы Мгзавреби, ты можешь себе представить? То есть я там стояла как усилитель. Меня там колонками сносила музыка. А я
усиливала ту энергию, которую вот эти 7 человек, причем солист группы, он очень позитивный такой, знаешь, такой энергетически мощный, позитивный. Все, что он говорил, было о добре, о мире и так далее. Ну, между песнями, на русском же он говорил. Вот. И песни некоторые были, они настолько мощные, и одну песню они посвятили уже ушедшим, тем, кому нет живых. И в этот момент меня еще сильнее подключили к этой энергетике. И в этот момент я начала настолько мощно работать с пространством, со всем залом, который там был, людей, и с самими певцами. То есть у меня запустились процессы на то, чтобы все души, о ком болят сердца у всех присутствующих, они все как бы освободились. И сердца освободились от боли. И ушедшие, кто не перешел, все перешли. Ты представляешь, какие мощные процессы Да, это происходят через меня? То есть я не знала, зачем я еду на этот концерт, но я не думаю, что высшие силы мне организовали бы специально эту ну да, поездку, да, и туда меня направили просто для того, чтобы я там кайфанула. Ну, хотя это тоже почему нет, возможно, конечно. слушай, ну это круто. Но обычно везде, где я кайфую, там еще и работу подключают. И работка такая нехилая, знаешь, не каждому под Ну силу. да, я поняла. Ну, это, конечно, слушай, но это очень интересно. Наверное, кто-то из людей вот сейчас пока что, кто достаточно сильно, извиняюсь, заземлен, да, в материальных эфирах, он может, конечно, не понять, о чем мы с тобой сейчас говорим, да, как бы, но все равно процессы запускаются, да, и кому надо, тот, как говорится, услышит, и кому надо, тот всю свою информацию, которая ему нужна, найдет, да, поэтому я всегда там, когда ты мне пишешь, да, я знаю, что через тебя со мной общаются предки, я это просто чувствую. На каком уровне, почему, как, я не знаю, я просто это чувствую, и как бы я знаю, что работа тоже идет, да, какая там, что, я тебя вот за это тоже благодарю очень сильно, потому что, как бы, не знаю что, не знаю как, но я такая, окей, да, вот, как бы так, это круто. Это круто то, что ты делаешь, и я на самом деле, что хочу сказать, меня очень вдохновляют такие люди, и я как сама как эзотерик, да, как человек, который там, вот как ты говоришь, между двумя мирами, я еще, я и в IT-сфере, да, я в достаточно твердой нише, которая вот как раз, где работают ребята такие достаточно хард, да, которые там, мы в IT, хотя им сейчас там подключили искусственный интеллект, там, это все про атомы, все про энергию и так далее, да, и в эзотерической сфере достаточно плотно, да, где я уже ощущаю энергии, да, ну, не так, наверное, как ты сильно, но что-то понимаю, ощущаю, и как бы я понимаю, да, как могут те люди смотреть, как эти, и это очень круто. И я вижу, как сейчас наш мир трансформируется за счет таких людей, как ты, потому что именно эти люди, которые проводят через себя большое количество новой энергии, сильной, они меняют пространство текущее у нас, где у каждого человека запускаются какие-то изменения. Ты вот лег, да, ночью спать, утром проснулся вообще другим, в другой реальности. Это вот наблюдаешь очень часто. Поэтому это круто, то, что ты делаешь. И я хочу, ребят, вот кто нас слушает, кто будет слушать, обратить внимание, потому что поездки, они такие очень сугубо камерные, они такие вот индивидуальные практически, где каждый, кто попадает в поле Гульжан, он я думаю, очень круто трансформируется. Там, наверное, такие истории, да, происходят, как ты говоришь, целительская энергия открылась. Да, но прежде чем начинают открываться дары, сначала выгружается все, что наболело. Боль выходит, очень страшная боль иногда выходит. Через боль, через раздражение, через агрессию, через через сопротивление процессы идут. Потому что у нас у каждого накопился свой определенный опыт, да, когда мы были вынуждены сдерживать внутри себя много чего. И невозможно открыть в себе бриллиант, пока не выгрузится внутренняя грязь, внутренняя боль, то, что накопилось за годы, за века, у многих за тысячелетия, да, пока это не выгрузится, распаковываться не будет. В роду это, кстати, Вот точно так это, же знаешь, работает. да, Угу. да, вот это болючая история, я знаю по себе,
потому что я то лежу по-пластунски и злюсь на весь мир, то я встаю и понимаю, что я люблю весь мир, да, 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 и да. это постоянные вот эти качели, они, конечно, они уже иногда такой, говоришь, запарило, да, но потом ты понимаешь, что тебя реально ведут, тебя ведут, Мгм. тебе показывают. Я вот публиковала, что я хочу сказать каждому, да, каждому, кто будет слушать этот эфир, что мы реально не одни. Нас действительно ведут, нас действительно любят. И Мгм. как бы как маленьких детей, да, вот которые иногда наказывают, это не то, что наказание, это вот как сейчас Гульжана говорит, у нас Мгм. вытаскивают просто вот эту всю боль, да, через какие-то события, да, вот тыкают Мгм. носом, да, вот здесь вот оно вот так. И ты плачешь и пытаешься где-то обмануть, где-то там сбежать, но ничего не получится, оно вот так работает. Это вот, но надо верить и надо понимать, что наушники вылезают, уши, наверное, слишком большие. Вот, как бы верить в то, что тебе помогут. И вот Гульжана один из таких мастеров, и много мастеров сейчас крутых. Я вот вдохновлена, которые могут исцелить сердце. а, Вот, Исцелить сердце. да, да, важно исцелить сердце. То есть на новый уровень доверия невозможно выйти, не открыв свое сердце. То есть каждый новый уровень – это, собственно говоря, новый уровень открытия сердца. Да. А вот, кстати, Аселя, наша встреча с тобой – это тоже из разряда чудес. Я вообще очень сильно ценю каждую встречу с родственной душой. Родственную душу узнать легко, ощущение, что ты знаешь этого человека давным-давно и даже не знаешь сколько. То есть вроде бы только познакомились, а ощущение, что уже целую вечность знаешь, это вот признак родственной души. И для меня каждая родственная душа на вес золота. Поэтому вот эти встречи с родственными душами я бесконечно благодарна высшим силам, которые меня ведут за каждую родственную душу. Это может быть даже мимолетная какая-то встреча, да, это может быть там встреча на всю жизнь или там на несколько дней, на несколько лет, на несколько месяцев. Но насколько бы это ни было, даже если на несколько часов ты встретил родственную душу, это уже дорогого стоит. Я вообще рекомендую создать намерение всем, кто нас смотрит, на встречу родственных душ. Родственные души, многие считают, что родственная душа – это только противоположный пол, да, либо мужчина, либо женщина, ну, пара. На самом деле родственная душа, она не одна. И родственная душа, она может воплотиться как в мужском, так и в женском теле. Вот, поэтому родственная душа – это просто близкая душа, родная твоя душа, с которой вы из жизни в жизнь, может быть, что путешествовали вместе, жили вместе, что-то делали вместе, создавали вместе, но каким-то образом взаимодействовали. Поэтому родственные души, они могут быть и в мужском теле, и в женском теле. Но я говорю, я узнаю родственные души сразу, вот мне просто рядом хорошо. Спасибо. Я могу просто сидеть, молчать рядом, мне просто хорошо. Я знаю, что вот есть внутреннее знание, что ты этого человека знаешь. Я благодарю его. Это круто. Я тоже чувствую, я же тебе сказала, что я Мгм. чувствую эти вещи, поэтому как бы я очень благодарна нашим проводникам за то, что такое происходит, за то, что есть. А, И вот да, я снова и снова обращаю внимание, ребят, на то, что у меня тоже много разных ситуаций в жизни происходило, и было тяжело. И периодами до сих пор бывает тяжело. Но Мгм. каждый раз, и, наверное, тема последних месяцев, да, в моей жизни и чудес, которые происходят, что в тот момент, когда ты обнажаешь душу, когда ты не боишься быть уязвимой, когда ты можешь сказать, блин, ребят, ну, как бы да, я здесь там сфакапила, здесь я была не права, Мгм. мне нужна помощь. Когда ты можешь это сказать по-честному человеку, а, ты вдруг понимаешь, что рядом люди, которые готовы тебе помочь. Когда ты по-настоящему открыт, когда ты по-настоящему говоришь, когда ты действительно говоришь, Господи, помоги мне, я больше не могу. Когда ты перестаешь играть кого-то, что кого-то сильного, или кого-то другого, или кого-то еще. Это вот, наверное, мой урок последних месяцев, да, вот в 2023 году в октябре месяце меня сбила машина. И
полтора месяца, Гульжана, каждое утро просыпаясь, я говорила, блин, это что, был не сон, что ли? Ну я же такая классная, я такая хорошая, да за что меня сбили вообще? Я тут, понимаешь, не знаю, медитирую, каждому желаю добра, но нужно было замедлиться, нужно было понять, вернуться в тело, что-то для себя осознать. До сих пор осознание приходит, когда я начала возвращаться к Богу, я начала говорить, хорошо, я была не права, покажи, как надо. Покажи, как надо. Хорошо, где-то я была гордой, горделивой, где-то я выпендривалась, где-то я еще говорила, где-то что-то. И больше я так не хочу. Я хочу открывать сердце, хочу сказать человеку по-честному, да, блин, где-то здесь не справилась, да, это не смогла, да, где-то наврала. И больше мне не страшно, потому что рядом такие же люди. Рядом люди, которые готовы помочь. И просто вот этим обращением, да, снова и снова я возвращаюсь к тому, что я благодарна за всех людей, с кем я встречалась, за всех людей, с кем я встречаюсь. И я желаю каждому вот прям вот как это, пустить Бога в свое сердце, да, это, конечно, немножко по-библейски звучит, но, блин, оно звучит именно так, когда ты вот начинаешь открываться, да, и там ты видишь в каждом только добра, любви, вот, Гульжана, да, это тебе благодарна за того, что вот там чудеса происходят. Это вот тогда происходят чудеса, когда снимаешь все эти маски, так шик, и говоришь, ну да, блин, я такой, оказывается. И происходят чудеса. Вот. Я хочу сказать, что я тоже как-то попала в аварию. В общем, я ехала на такси по Усть-Каменогорску, и вдруг машину начало разворачивать. То есть какое-то столкновение, и машину начало вот так вот по земле разворачивать, развернуло примерно на 180 градусов, может, чуть больше. Почти на 360 машина развернулась. И у меня все, очки, телефон туда вперед к водителю улетело. Я, короче, когда машина остановилась, такой дым пошел, знаешь, дым пошел, я испугалась, думала, вдруг взорвется там что-нибудь или это. И водителю кричу, говорю, дайте мне мои очки, короче, с телефоном. Он говорит, ну иди сама возьми, он, видимо, тоже в шоке был. Я пошла, забрала свои очки, телефон, сумку, все забрала, и это. А мы остановились прямо напротив оптики. Я в оптику зашла, купила себе красные, ярко-красные очки тогда, короче, и пошла домой. Вот. Но, знаешь, ничего не ушибла я, коленку только зашибла чуть-чуть. Ну, как бы ничего такого не произошло. И я такая тоже думаю, я же с энергиями работаю, что происходит? Ну, типа, где я накосячила, что я делаю не так? И, представляешь, иду и выкладываю это все там в своем чате, там в сообществе. Они такие, ого, там фотки я им скинула. А вот на следующий день иду или через день в этом же месте ровно, прохожу мимо, в этом же месте точно так же развернута машина, две машины столкнулись точно так же, вот один в один разворот, прям вот один в один, короче, как была картинка со мной, точно так же. Я поняла, до меня дошло, что высшие силы мне показали, дорогая, чисти это пространство. То есть там скопилась какая-то негативная энергия, которая на ровном месте начала разбивать машины и пока еще только в легкую разворачивать. Я встала и начала чистить это пространство, и пока не вычистила, я там стояла. Когда я почистила, я как бы это с глубоким чувством выполненного долга пошла дальше. А как бы мне еще высшие силы показали, что в этом месте надо как бы пространство, да, чистить. Я же в суете тоже бегаю, там туда бегаю, сюда бегаю, свои дела какие-то делаю в своих процессах. И вот представь, меня вот таким образом показали, что вот это место надо почистить. Ты же типа мастер трансформационных процессов, не только человека рода, но и пространства, давай вперед. И вот такие периодические ситуации случаются интересные. А вот это вообще интересно. Я тоже могу рассказать случаи из своей жизни, немножко другого рода. Я пространство чистить не умею, да, пока что. Я работала в Ситибанке. Это вот, знаете, у каждого, наверное, есть такая история, не знаю, вот. И я тогда планировала отъезд в Австралию, я сдала документы там, все и так далее, и тому подобное. Потом произошло событие, после которого я передумала. Но
тогда я сидела на этом стуле, и я очень много думала об Австралии, о своем переезде и так далее и тому подобное. Потом с этого места меня забрали в Каспийбанк, я работала в Каспийбанке, и пошла я туда на год, и все затянулось, завертелось, я уже отложила свой переезд в Австралию, так и не уехала. Но человек, который пришел после меня и сидел на моем стуле, да, он уехал в Австралию. Внезапно. Он мне написал буквально через месяца два и такой говорит, слушай, говорит, ты собиралась в Австралию, а у него еще сын заболел. И вот по показаниям сыну нужна была здоровая атмосфера там, и так далее, и так далее. И этот человек оттуда, там, посидев на моем стуле, вот реально, вот не знаю, кто-то будет смеяться, он уехал в Австралию. Вслед за ним уехала моя подружка в Австралию тоже, которая тоже планировала, смотрела, слушала, она тоже уехала в Австралию. То есть два человека, которые находились рядом со мной, которые там сидели рядом со мной, они уехали в Австралию. Я не уехала, они уехали. То есть, и я понимаю, что вот в этом году тоже на Шри-Ланке я находилась, мы снимали квартиру с мужем, и ко мне приходит такая мысль про Австралию, вот что типа в Австралию надо ехать, в Австралию. Думаю, да что такое, неужели мне в Австралию надо ехать? И потом я спрашиваю владельца квартиры, а где вы находитесь? Он говорит, я в Австралии. То есть пространство, да, вот когда мы, например, медитируем или еще что-то, оно хранит мысли. Оно хранит вот эти мысли, и эти мысли, которые мы можем принимать за свои и так далее, мы можем их слышать, мы можем их считывать, мы можем ими пользоваться. Точно так же, как и в поле каких-то мастеров, ребят, которые там, не знаю, хорошо прокачались и так далее, наше пространство раскрывается, да, вот в поле твоем, да, и происходят изменения очень сильные, там, убирание блоков и так далее. Наше пространство меняется, и если человек не закрыт, да, то у него реально может судьба очень сильно измениться. Ну, я на это вот так смотрю, это очень, очень интересно. Согласна с тобой, что наши мысли, они материальны. Мысли материальны, то есть и часто люди друг с другом именно по мыслям, по материализации мыслей. И поле работает таким образом, что чем сильнее сила мысли у человека, тем быстрее у него эти мысли все воплощаются в реальности. Я уже говорила, что я проводник высших сил Вселенной, они меня ведут, и, соответственно, они мне дают указания. И в последнее время периодически они мне дают прям четкие указания, куда ехать, насколько ехать, кого с собой брать, одной ехать или, ну, и так далее. Что делать, чем заняться. Вот. И эти указания, они своего рода как просто вот приказы. Не то, что там без давления, без ничего, просто подключились, сказали, что надо сделать, отключились. Вот что хочешь ты с этой информацией делать. Я уже давно поняла, что сопротивляться бесполезно. Просто уже принимаю к сведению и понимаю, что через какое-то время оно так и случается, так и происходит. Не так давно, полгода назад примерно, мне пришла информация, что мне надо ехать в Турцию. Я такая, ну я была уже одна в Стамбуле, одна я больше не хочу ехать, я хочу, если с кем-то, дайте мне проводника. И тут обстоятельства складываются так, что одна знакомая приглашает нас под Алматы в горы, там на водопад, перед тем, как уехать на Бали. И мы на этот водопад карабкаемся с одной моей знакомой, с Нургулей. Карабкаемся туда, взбираемся, там что-то долго мы карабкались по мокрым камням вдоль реки, наконец-то добрались, и обратно, когда идем, уже спустились с этих гор, вот, и она такая говорит, слушай, я, говорит, там выиграла в Анталии на слет на фестиваль игропрактиков участие на 2 дня как игрок. Я хочу тебе, говорит, подарить этот билет, чтобы ты поиграла, а я, говорит, сама поеду как игропрактик. Я, если честно, даже не поняла, что она мне дарит. Я просто поняла, что мне дали человека, с которым я поехала туда. Понятно. И все действительно так и случилось. Мы действительно поехали. Я была там на этом фестивале в Анталии игропрактиков. Вот. И через это пришло очень много, и через эту поездку я оказалась в итоге в церкви Николая Чудотворца. Это один из самых мощных святых покровителей православия, который меня ведет. Я оказалась прямо в его храме, где он жил, служил и где он был похоронен.
где он был похоронен. И я тогда, ну, как только услышала про Демре, про Николая Чудотворца, когда в Турцию уже приехала, я поняла, зачем я там оказалась вообще, в принципе. То есть не только для того, чтобы в фестивале поучаствовать, не только для того, чтобы уже начать создавать свои игры, не только для того, чтобы познакомиться, да, с новыми интересными людьми, там, и какие-то, ну, возможности для себя открыть и так далее, а именно для того, чтобы оказаться именно в этом храме. И это вообще невероятная сила храм. И вообще, ну, как бы я была еще на многих местах. После этого через месяц мы снова с Нургулей возвращаемся туда, представляешь? Только уже я предложила ей поехать. Вот это вот мне подарили путевку, вот эту Каппадокия, Памуккале и Сиде, Анталия. И я уже ее взяла уже как бы это туда, на эту подарочную путевку с собой. Вот мы через месяц оказываемся снова в этих местах. И снова ездим по всяким разным святым местам интересным, загадочным, мистическим. И с нами происходят удивительные вещи. И после этого мы еще отправляемся сразу в Индию, в ашрам Сай-Бабы в Путтапарте. Если честно, мне кажется, мне даже книги не хватит написать все мои чудесные истории, которые со мной происходят, и с женщинами, которые со мной ездят на ретриты. Вот. Я хочу тебе сказать большую благодарность за твою игру «Алиса в стране чудес», потому что, когда мы с тобой, я прям чувствовала, что мне надо с тобой в эту игру поиграть, и девочек с собой пригласила. А у меня отжался, знаешь, один такой момент, всего лишь один момент, но он был очень-очень важный. То есть, если ты помнишь, когда я провалилась в кроличью нору, у меня была там установка, убеждения, что если человек начинает повышать голос в моем присутствии, то он перестает для меня Я существовать. помню. Эта установка у меня появилась в связи с тем, что в моей жизни очень сильно как бы подавлял ну, в семье отец. И любое подавление в мою сторону, то есть он выработал во мне такую силу воли, такую мощь против подавления, то есть меня никто и ничем не задавит. Что бы ни делали, что бы ни говорили, то есть у меня было такое мощное, это, как сказать, как это выковали в кузнице, да, такую сталь, что я поэтому могу работать тем, кем я работаю. С людьми, чистить пространство, работать с ушедшими людьми, работать с трансформацией демонических сущностей и так далее. Вот. И вот это вот убеждение у меня осталось. Потом где-то какие-то моменты еще, ну, в разных моментах жизни прорабатывались, и, ну, как бы у меня это отжималось немножко. Но в этот раз на твоей игре оно отжалось совсем. Я поняла, что надо просто сдаться. Вот помнишь, я сказала, я сдаюсь. Пусть кто хочет, как хочет в моем присутствии, так самовыражается. То есть я просто сдаюсь, я принимаю все, что происходит в моей жизни. Я поняла, что я осознала, что мы очень много времени тратим на борьбу, на сопротивление, то, чтобы удержать каких-то людей на расстоянии от себя. Я поняла, что не надо никого удерживать, и как только внутренние какие-то кнопки отжимаются, этих людей просто они перестают существовать вообще, в принципе, в твоем мире, потому что им не надо тебя больше ничему учить. Вот. И вот именно вот это момент, он мне очень сильно помог в дальнейшем путешествии по Грузии. Да? Интересно. Да, была ситуация, когда именно вот то, что на игре «Алисе в стране чудес» у меня отжалось, меня просто это вообще, не знаю, это был мой ключ к тому, чтобы помочь человеку выйти из сложной ситуации. Понимаешь? И не вовлечься туда своим вот этим, как сказать, эгом. Слушай, это круто. То есть, когда мы противостоим чего-то, это наше эго. Эго разделяет, эго сопротивляется, эго противопоставляет и так далее. Когда эго нет, когда мы сдаемся, эго нет.
Когда мы сдаемся жизни, когда мы сдаемся ситуациям, это не значит, что мы слабые, это значит, что мы в принятии, мы в доверии, то есть мы принимаем Да, и даем место всему быть. Если Бог дал этому место быть, кто мы такие, чтобы этому противостоять, правильно? да. И вот как только я сдалась, я обрела невероятную силу. Слушай, это круто, это круто. Я помню, как ты, Мгм. я думала, как бы тебе вот, ну, вот эту штуку, да, показать, но ты ее сама быстро трансформировала, вот это как в поле, да? Тебе не надо было ничего говорить, ты молча просто это трансформировала и поменяла. И видишь, еще и была, получается, я не знаю, проверка или просто, да, как бы, когда это все, это круто, Это нужно, это должно было да. произойти, чтобы произошло следующее. Ой, у меня тут уже зарядка кончается, но мы с тобой уже Мгм. целый час разговариваем. Да, Давай. дорогая, время быстро летит. Да, не говори. Слушай, ну я хочу, да, еще раз тебя поблагодарить. И я думаю, что те люди, которым что-то важно было сегодня услышать, они услышали для себя. Вот, как бы, как говорится, даже если один человек, вот как ты говоришь, один инсайт для себя поймет, это будет уже очень круто. Вот, Но поэтому, ты знаешь, если даже ни одного инсайта человек не поймет, это уже очень круто, потому что работают энергии. Энергии. да, вот, поэтому большое тебе спасибо. Я тебя всегда рада видеть, слышать, чувствовать, осязать и находиться в твоем поле. Вот. Взаимно, дорогая, я хочу тебе предложить как-нибудь в Измире что-нибудь организовать Да, совместное. давай. У меня прям Вот. мурашки. И мне эта мысль сегодня только пришла. И я хочу всех твоих подписчиков, либо тех, кто еще на меня не подписан, пригласить в чат бесплатных челленджей с завтрашнего дня. Тебя тоже. С завтрашнего дня у меня начинается бесплатный трехдневный челлендж «Аутентичность и свобода». Каждый раз, когда я возвращаюсь со своих трансформационных путешествий, с ретритов, с паломнических поездок, я провожу такие ну, челленджи. Но донейшн всегда приветствуется. Все, ребят, подключайтесь, я тоже буду там. Давайте пойдем в Да, поле мастера и посмотрим, что нам да, дает вселенная. просто напишите, я скину ссылочку и все. Все, что Все, нужно спасибо, просто себе благодарю, разрешить, дорогая. да, и идти. Да. Да. Благодарю за эфир, благодарю всех, кто смотрел в эфире, кто посмотрит записи. Всё, Буду рада видеть вас всех завтра на своем семинаре. всё. Спасибо большое, ребят, всем, кто слушал. Спасибо, дорогая. Пока-пока. Мгм. Спасибо. Да, Пока. спасибо. Хорошего вечера всем. Тоже, да.